Так, мы сегодня находимся дома. Мы же можем сказать, что это дом Тамерлана Амира Тимыра, правильно? То есть так же официально Да, говорится? можно так. Я еще подробности еще скажу. Можно. Дом, конечно. Тамерлан, вообще про него все знают. То есть это очень известная личность. Но мало кто знает, что он Шахризадзе. Да, я еще подробности скажу. Вот сейчас скажите, вот мы, получается, на улице, да, находимся, и вот прям с улицы виден вот этот забор глиняный такой, Да. глиняного цвета. Это что за забор? Мы находимся за пределами крепости. А внутри вот находился город Шахрисабз. Вот там вот видно старая вот эта часть, это настоящая крепость. А потом... Такие холмы глиняные, Да, да? вот эти холмы глиняные, это от тимуридов остался вот эта вот часть. Вот здесь остался вот. Да, вот там И видно. с той стороны, да, вот с этой стороны посмотрите, вот это вот настоящее. Вон, видно ее, вот. А потом уже в наше время, когда туризм поднялся, уже наше вот государство построило вот место линии, вот это остался у нас, вот это место, сделали наподобие похожее, вот эту стену подняли. Как фундамент, да, на линии фундамента. Да, на линии фундамента сверху вот внутри они закрыли вот так получается. С двух сторон подняли стены и закрыли. А говорят, сверху еще ходил арба. То есть военные ходили, да? Ага. Вот там вот эти места есть, где солдаты дежурили. То есть широкая, да, стена была крепостная? Стена широкая, да, одна арба свободно сверху ходила. Вот эта часть опять что-то в наше время опять развалился. Это не было развалено? Не было, это было построено. Вот так вот целиком было закрыто. Потом здесь сейчас опять что-то свалился или убрали. Вот видно стало. Вот это опять видно стало. И вот так закрыто было полностью. Потом я дальше вот возле Аксарая еще подойдем, я еще расскажу. Кроме вот этой наружной стены, внутри вот это вот большие ворота, вот это считается. Ага. Было еще крепость была. Вот сейчас в настоящее время можно сказать еще как Кремль. Ага. Там Крепость располагался... в крепости. Да. Ну это там классическое уже устройство. Да, там располагался уже Амур-Тимур со своей семьей, со своими близкими и военными, все. И городские были, все, там больше. Сейчас места вот остались, там еще увидим. Вот. Этот комплекс называется Аксарай, да? Да, вот Аксарай, вот это вот. Аксарай, вот, это ворота. Это от ворот 200 створки остались. Угу. Да. Это получается вот такая большая крепость была, высокая. Да. Это сейчас там на место рассказать. Сейчас пойдем туда, да. Да. Ну, от нас Бухара сейчас где-то 300 километров, да? Чуть больше 300 километров. А оттуда вот с Бухары было видно. Аксарай – это белая крепость как будто, да? Когда солнце всходило, Блеск, вот да, видно? блеск вот им попадало, да? Они вот им было неприятно, что вот такой Аксарай есть. Потом пришли, они пушки сбили вот эту часть. Он был вверху поднят, закрыто, и вверху был фонтан. На самом верху. Очень красивый, да, в середине был фонтан. Уже видно хорошо эту крепостную стену, да? А вот Да. так, вот она такой формы была, вот этими вот, как вот... Да, исторически в Бухаре тоже стены, в Хорезме, в Каканское ханство. У них стены вот такое расположение, взяли оттуда. Это бойницы, да? То есть оборонительные. Да, оборонительная крепость, защищающая вот от врагов, от налетчиков, от кочевников. Вот это одни из ворота. Это называется в сторону Самарканда смотрит, Самаркандские ворота называют. А вообще вокруг крепости было 8 ворот. А зачем так много? Ну вот с севера, с юга, с другой стороны. Значит, оттуда были улицы. Самые. Я Рахмат. 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 Вот это я понимаю, движ. А вот эти вот самаркандские ворота, они полностью воссозданы, да? То есть это Да. не историческое. Да.
Нет. Вот где-то приблизительно взяли, нашли, и здесь вот эти ворота поставили. Все. А вот эти стены продолжали, а потом почему-то старые места известно, все знают, но вот такую вещь не доделали. Ага. Может быть, из-за этого, из экономической стороны, когда-то поддерживали, потом перестали, что ли, поэтому. Но там места, где ворота, тоже говорят. Вот с той стороны у нас называется Кунчхарские ворота. Кунчхар — это солнце оттуда Восход. встает, восход, и ворота назывались Кунчхар-Дарвоза. Ага. Там. Место я тоже приблизительно знаю, потому что оттуда выход есть. Это кладбище есть. Сейчас мой отец тоже там, мать похоронены. За крепостью есть Действующее, кладбище, да? Мы оттуда вот все время ходим, и вот это место, где выход улица, это называется Кунчхар-Дарвозадан Чхкеламс, да, Бобров? Ага. Вот так. Понял. Оттуда это место помню. Так, ну сегодня с нами Гайрат Ага нам расскажет, он здесь родился, да? Да, Вы здесь родились, всю жизнь прожили. да, Вот. И мы решили, что человек, который прожил всю жизнь в своем городе, лучше расскажет про город, чем мы сами что-то поймем, если мы просто будем ходить, да? Поэтому вот мы сегодня в Аксарае, Шахризабз, бывший Кеш тоже, да? То есть очень да. богатый город с богатой историей, очень старый город, тысячные до нашей эры, да? да, да. То есть очень плотное переплетение иранской, тюркской культуры. Да. Сейчас Шахрисабз тоже ЮНЕСКО признала 2300 лет. 2300 В лет. раскопках нашли такие доказательства, что на этом месте 2300 лет назад тоже были люди, или как сказать. Ну, уже жизнь была. Да, жизнь была. Это доказано. А Самарканд, если сейчас я не забыл, 2700, по-моему, лет Самарканду. А здесь 2300 лет Шахрисабзу. Вот это вот Аксарай. Ага. Аксарай, это ворота. Его построил Амур-Тимур. Ну, по приказу Амура-Тимура был построен. Амур-Тимур Не, вы стойте. Ага. родился в 1336 году. Сейчас мы отмечаем 9 апреля каждый год. У нас тоже традиция возложения венков здесь проходит. Он родился в кишлаке Ходжа-Эльгар. Ходжа-Эльгар. В данный момент эта территория находится на территории Якабакского района. У нас сейчас это город Шахрисабз. Отсюда это Ходжа-Эльгар 15 километров. Вот так, недалеко. Он родился. А раньше это было одно место, назывался, где родился Амур-Тимур. Сейчас уже город Шахрисабз так и остался. Теперь Амур-Тимура отец Баходыр Тарагай, он был известным человеком в свое время. Он был тадбиркор, саудагар, занимался торговлей здесь. И с малых лет Амура Тимура он воспитал так, потому что сам тоже был грамотным человеком, в военном деле воспитал, Коран учился, он фехтованием занимался, конным спортом занимался. Он в 12 лет наизусть знал Коран. Хорошо стрелял из лука, хороший наездник был. И по этому физическому подготовленности он очень крепкий парень был. В свои 12 лет он как 15-17-летний юноша казался. 19 лет его отец направляет в Самарканд его. В Самарканде повелитель Самарканда был его старым другом. Он сказал: возьми себе, вот он уже 19 лет, уже участвует пусть в боях или как, что на воспитание, в общем, туда он переслал, записку написал и отправил в Самарканд. Он приехал в Самарканд, дал записку, ознакомился, и сам, когда обстановку узнал, Амур-Тимур, оказывается, с севера, это кипчакские сельджуки с северной стороны, они, оказывается, вокруг Самарканда нападали, вот эти дальние кишлаки, увозили стадо, убивали людей, в общем, грабеж, да, вот типа такого, занимались. И Амур-Тимур услышал и пришел к этому правителю Самарканда, говорит: да, я с ними поборюсь.
Разберусь. разберусь. А правитель сказал, сельджуки, конца и края у них войска, очень сильное государство, мы не справимся, не трогай, пусть сколько берут. А это его задело. Он с молодости был какой-то, честный, гордый, рос он. А потом он все-таки сказал, дай мне где-то 20-30 солдат, я выберу и пойду, постараюсь забрать вот эти стадо баранов и все. Если не приду, не приду. Но я пойду без своего разрешения тоже. Тогда он дал согласие, говорит, ладно, бери его самых крепких ребят, и добро дал, короче, он. И вот Амур-Тимур со своими вот малочисленными войсками, скажем, вот этими ребятами дошли до их позиции, взяли крайнего там, это сторожа или как там, забрали и узнали, где находится главный. Они же как в чадрах жили же. И сказал, он показал, говорит, он средний, большой, это там наш начальник. И они подождали, чтобы была ночь. Ночью пошли, зашли и его схватили. Ближайших всех убили, его еще 2-3 оставили живых и сказали, мы вот из Самарканда, вот ваши все время грабят, сейчас мы тебе живых не оставим, если ты наших баранов не вернешь. Вот это стадо, тому пришлось согласиться, или умереть, или согласиться. Он позвал своих, сказал, все бараны верните, кто это сделал. А потом он сказал, за каждого убитого еще по 100 баранов дашь. Я к этим семьям пойду, баран отдам за потери. В общем, он много вот этого забрал, потом его держал. Он сказал, пока сейчас мой солдат пойдет, перейдет на территорию Самаркандского ханства, скажем, вот в эту сторону, после этого я тебя отпущу. И когда этот его человек пошел, все это вернул, потом вернулся, сказал, все, стадо уже на нашей стороне, он его с собой взял, где-то в степи, в чуле оставил, не убил. Как он сказал, так и сделал, и ушел. Правитель Самарканда, он поблагодарил, поверил в Амур-Тимура и сказал, у них свои войска было, главному начальнику отправил, и сказал, твой будет помощник, он. А там этот правитель, было ему лет 60, уже пожилой считался в то время, увидел, когда Амур-Тимур пришел, и перед войсками он сказал, что этому молодому человеку я себе буду помощник брать, что ли, у него молоко матери еще не обсохло на губах. Так сказал. Это Амур-Тимур очень сильно задел. Он еще немножко подождал, потом пришел, отрубил голову вот этому начальнику. Как это? Просто отрубил голову? Да, пришел, отрубил голову и пошел правителю Самарканда, сказал. Вот перед всеми он мне вот так назвал. Я его убил. Сейчас я оттуда к тебе иду. Потом он думал, долго думал, правитель, потом пришел к выводу и сказал, ты вместо начальника будешь. Здесь он себе свою силу показал, умелость показал с сельджуками. Потом здесь он храбро, честно поступил. А потом в своей книге, в своем биографии, у него есть Амур-Тимур, написал, если бы я его не убил бы, если бы он меня вызвал бы куда-нибудь, какие бы угодья или воспитания со мной провел бы, я бы не стал убивать. Но перед всеми он мне сказал, что у меня молоко на губах. Да, он так и помнил. Вот этого он не переносил. Он никогда унижения не переносил. Он такой в этом деле жесткий был. Может, и в то время среди вояков надо вот это вот качество нужно, может. Время другое было. Поэтому, да, он и вырос. И вот стал уже правителем, потом и дальше войска, и он полмира, говорят, завоевал. Этот Аксарай строился 24 года. 24 года. Он в 1380 году начало, в 1404 году конец. Аксарай вот построенный был. Эти вот две, как сказать, столбы, что ли, остались. Вот это сейчас высота 38 метров. Говорят, еще было сколько там, в общем, самое высшее 72 метра было. Она была вот так закрыта,
и сверху был фонтан. Фонтан. А воду, вот Самаркандские горы. Отсюда сейчас чуть-чуть, если поднимемся, нам видно Самаркандские горы. Там много родников. Оттуда, и там выше, здесь ниже, с стороны Самарканда, на вот этих Сопол, Буганда, как сейчас... Трубы, желоба. Желоба. Вот на таких желобах вода поднимался сюда, к фонтану. Как это? Так высота же большая. Ну вот. Вот сейчас нас опустили. Когда мы маленькие были, мы здесь бегали. Вот сейчас кирпич есть же. Вот покажешь, да? Да. Вот до сюда была земля. Культурный Она слой, вот да? так закрылась. Вон до туда была. Вот эта земля, я знаю. Вот где сейчас асфальт. И вот так подъем был, и вот эта часть была закрыта. Сейчас с той стороны подойдем, там есть маленькие ворота должны быть. Оттуда мы прямо вот сверху заходили и вверх поднимались. И на эту сторону я поднимался. А какая функция вот этого места? Это просто вход, да? То есть охраняемый вход крепости? Да, ворота. Это отсюда вот, караван заходил, все посольства приходило, все сюда приходило. Самые большие ворота. И по бокам еще стена шла крепостная? Нет, вот стена была вот так, да? Все, это только ворота были, да? Да, это ворота, и вокруг ворота вот так, сейчас туда если пойдем, крепость была. Вот. Кремль, вот где его уже апартаменты его были. Еще говорят, метров 30 фундамент уходит вниз. Когда мастера пригласили и сказали, что вот такое будет, мастер принялся. В общем, фундамент это раскопали, потом там 1 метр слой камыша он заготовил, бросил вниз. 1 метр слой, вот такой там здесь участок. И с рабочими построил фундамент. Вот нулевую часть сделал, а потом он исчез. Этот строитель исчез. Потом искали. 2 года его не было. Но это никто не смел дальше продолжать, так и стояло. Потом он появился. Потом его поймали, привели, почему ты так сделал, туда хотели отрубить голову. В общем, он объяснил тем, что если я бы оставался бы, меня бы начальники заставили бы продолжить. Да. А я так сделал, чтобы она осела, фундамент. Поэтому я ушел. Меня бы не поняли бы. Пришлось вот так поступить. Тогда его поняли, оставили, он дальше продолжил строить. А это, оказывается, от землетрясения дает немножко... толчки бывает, она не проваливается, как амортизатор, что ли, вот камыш служит. Да. Вот. Вот так 24 года строил. А вот эту вот мозаику, роспись кто делал? Это сюда привез вот этих художников из Хорезма, из Ирана. Иранские мастера. Да. И вот эта вот запись, сейчас у нас везде это все знают. Вот какая-то часть, или вот здесь в Бахчисарае написано: если вы хотите узнать, какой я могущественный человек, идите посмотрите наши вот эти построения, да? Вот я смысл передал. Постройки. Вот такое это есть, да. Ну, слишком был это разваленный был. Но все равно сейчас заметно, где восстановили. Вот это вот часть, вот кирпич, это восстановленный. Вот эта часть стоит до сих пор. Я вот представляю, люди, которые первый раз сюда прибывали, как они под впечатлением были от этого. Да. Здесь были большие ворота, поменьше и поменьше. Уже арба, все это заходило. Вот, это, наверное, культурный слой. Вот, да? Вот теперь, вот смотрите. Вот где-то вот с той стороны, вот человек сидит, да? Дальше вот так, где-то возле памятника, да, вот так была еще построение внутри. Крепость сюда. А вот эта часть, сейчас я посмотрю. Вот. Вот это тоже настоящее. Вот такая плитка была. Вот это вот построение есть же? Да. Она продолжалась вот так, по земле стелась, и весь, говорят, вот это вот его участок, где Амур Тимур, его свой Кремль, да, было вот так сделано. Вот сейчас остался. Она была вот так, и дальше вот так стелился.
эта часть. Получается, вот эти иранские технологии, они поэтому и не повторялись, да, не смогли повторить. До сих пор и наука наша, говорят, не доказывает, что смешали, почему 600-700 лет вот этот цвет не меняется. Сколько погода была, сколько жара, 50-60 градусная жара, минус 40 холодно становится, но этот цвет ничего не меняет. Вот как держится и держится. Ну там разные птицы, и кровь смешали, говорят, и чего-то только много раз. Догадки, да, конечно. В 96 году было 660 лет Амуру Тимуру. Вот в связи с этим был этот памятник построен. И в то время у нас был президент Ислам Каримов. Он за один день открыл 3 памятника. Один памятник в Ташкенте, другой памятник в Самарканде и 3-й памятник в Шахрисабзе. Утром в 6 часов в Ташкенте сквер Амуру Тимура есть. Там стоит памятник на лошади. Он там, оказывается, действовал, ходил, ездил, все время завоевания оттуда приходило. Ему памятник на лошади стоит сейчас тоже. А в обед пришел, прилетел, открыл в Самарканде. В Самарканде он на троне сидит. Он как правитель долго жил тоже в Самарканде правление. Вот такая символика. А сюда пришел его родина, место стоящего памятника уже 6 часов вечером. Вот мы по телевидению смотрели, он там открыл, в Самарканде открыл, и в Шахрисабзе 3 памятника. Вот отсюда, где-то отсюда приблизительно до Чарсу, сейчас мы мимо этого Чарсу пройдем, был подземный туннель. А там был чайхана, оттуда, оказывается, Амур Тимур, он же все-таки как военный человек тоже считается. Он, чтобы завоевать какие-то страны или расширить свои земли, он сначала изучал эту страну. Он караваны туда посылал. Ну, разведкой занимался. Да, разведкой занимался. И вот его люди тоже частные жили полгода, год, узнавали, где что, сколько лошадей, верблюдов. И приходили, оттуда заходили в чайхану, но под какой-то кроватью там место было, заходили в его территорию. А вот с ворота не заходили эти люди, чтобы незаметные были. А потом, говорят, в советское время раскрыли, здесь выходили сабли, находили старинные кольчуги, все, шлемы, золотые вещи, все убрали, а потом закрыли. Вот мне тоже хочется... Находили всегда... где? А? Где? Под землей, да? Да, вот туннель был. Ага. Они туда прошли, открыли, посмотрели, опять, говорят, закрыли почему-то. Законсервировали, что ли, говорят. То есть он сейчас есть, этот туннель? Он есть, да, есть. С кем-нибудь историком, кем-то надо мне тоже общаться и найти вот эту вот истину. Ага. Если есть, почему не открывает? Где какие-то контуры есть, нет. Вот. А территория Аксарая, я так понимаю, что она большая была довольно-таки. Вот сейчас я насчет гектаров даже не знаю. Вот так крепость уходит туда еще. Вот здесь 2 улицы есть. После этого уходит туда далеко. Сейчас мы один конец посмотрим. Сейчас пешочком туда пройдем. Я даже приблизительно не могу сказать, сколько гектаров. Ну, большая территория, большая. Да, население. По меркам древнего города это большая Большой территория. считался, да. Потом вот сейчас вот старинные здания. Вот здесь вот за этим есть мечеть. Вот там вот тоже впереди мечеть есть. В то время, оказывается, вот здесь все было открыто. Из Аксарая вот эти мечети были видны. А одна мечеть одной махале, другой мечеть другой махале. Приходили там, молились. Они в другой мечеть, другая не ходили, оказывается. А в наше время, вот эти все места, вот, от Аксарая 100 метров, вот если уйти, да, все, даже где-то даже 50 метров, были улицы, население было, вот по этим мы уличкам проходили. Я помню, наш дом, где я родился, вот отсюда где-то 350 метров, где я родился, эта улица еще есть. А потом все это разломали, сделали площадь. И открыли вот эти мечети. Когда вот эти деревья не было, они видны были, мечети. Амир Тимур.
Да, Амир Тимур. А что за вот комплекс вон там, на Дюрбе похож? Пройдем туда? Вот это вот музей Амура, музей, наш Шахрисабский музей, да? Мгм. Место. Сейчас идемте. Тоже в таком стиле. Да. Он заново построен или это что-то было? Не от построения от того места, сейчас я посмотрю, здесь мукомольня было, потом почта была, вот наша школа Пушкина рядом. Я тоже сейчас чуть-чуть ориентир потерял. Сейчас вот туда немножко пройдем, Мгм. где мы учились. Ну вот эти, конечно, построения, 60-50 лет. Это не история, Новые, да? так сказать, новые, да, новые. А с Амуро-Тимурских времен вот это Аксарай, и сейчас Чорсу оттуда, и дальше там мечети есть. Мгм. Это старое или новое? Да, вот. Чубин медресе 16-18 века построенные. Но вон там основное старое здание там, а это уже по данным построено. Мгм. Восстановили, так скажем. Туда можно заходить, да? Да. Идемте, да. Ассаламу алейкум. Yaxshimisilar? Ishlaringiz yaxshimi? Ochig'im, sonlar yaxshimi? Ассаламу алейкум. Ishlayaptimi? Ochiqmi? Вот Шахрисябз, орден Амур-Тимура. Награжден наш Шахрисябз, орден Амур-Тимура. Он Карим вручал. Вот. Здесь экспонаты. Рождение Тимурбека. Амур-Тимур, Карагай, выхода. Вот Амур-Тимур, значит, это лялечка Амур-Тимур. Лялечка. А это? Это бишек, значит, это с того времени, значит, бишек у нас есть. До сих пор в кишлаках бишек есть. А продается? Да, Мы на видели базаре вот на продается, это покупается еще. Вот. Да. Это вот такой лук, да? Вот и стрелы, значит, тоже находили, здесь оставили. Но обычно, понимаете, вот здесь место находят и в центр забирают. Вот. Тоже, по-моему, немножечко справедливости. Вот эти ворота тоже остались с тех времен. Вот одну дверь все-таки Тимурбек за оставили. игрой. Это обычные ворота, баев, да, бай. Простой ворота не детские было. игрушки. вообще. Да. Вот, книги там, посмотрите, какого интересного. Чё? Вот этим они что-то играли, что ли? Это же игры. Игрушки. Я думаю, что это за... Это игрушки. как, типа, сейчас вот в Англии же есть этот, не поло, поло, да? Поло. Где они на конях мячи забивают. Ну. Вот. Это Да. оно? Палка, мяч. Может быть, Вот, да, вот вот. они играют, да. Ну, для военной подготовки, да, физические Естественно, силы, там по-моему, всех да. лет уже. Вот то, что находили, это Лойлянга. настоящие вот они были. Вот это настоящий булава. Какая огромная. Что-то большой. Ну, люди тоже покрупнее наш был. Вот Аксарай, когда мы заходили, да, лестницы по 30-35 сантиметров высота. Мы отдыхали, лезли пока наверх. Значит, мы поняли, что люди крупные, здоровые были. А сейчас люди тоже подсели немножко.
Какое-то было огромное. Ну да, вот с ним вместе сейчас попробуем. Ну, тренированные Ну, вот люди. это И, тоже наверное, понятно. выбирали Смотри. больших, крупных. Она настоящая шадовая. Мечи, муляж. Муляж сделали. Оригинал всех столиц. Да. И котелок, и половник. Вот. Амур Тимур шахматы, значит, играл. Вот тоже сделали. Ну, все равно хорошо. Все равно вот это вот Да. уже с того времени это уже не сделали. Крючок. Вот тоже, наверное, 8-10 килограмм. Если нацепить Дуга. на лошади. И еще 5-7 век. Посуда для мытья фруктов с дырочками. Мустахара. Сосуд для воды. Вот это знание, вот это место, да? Я сейчас детство свое вас это вспоминаю. Была почта здесь, почта. Мы вот отсюда заходили. А это задний двор почты был. Вот здесь вот так закрыто было. Письма, посылки здесь сдавали. Такой был, да, это осталось с того времени. Старое здание, ну, некоторые мечети были за конторами стали. А ваше хранилище стали в советское время. А это стал почтой. Почта была, я помню. Туда посылки отправляли, письма отправляли. А потом в музей отдали. Вот Самарканд. Самарканд, Мавр, Нишанапур, Машхад, Рот. Рот еще там. А где-то Адбарсрай. Кеш или Насаф. Это Бухара. Вот Шахрисяр, вот здесь. Арзерум. Мы здесь проезжали. Он Эрзурум сейчас называется. Эта А территория Крым уже... что-то как-то Кора Денис. А как Крым Чёрное изображен море. странно? Черное море буса, мана берге булыш керек. Да, да, Нету, да. Каждый Он свое же ищет. в Крыму не был, Амир Тимур. А он захватил. Крым тоже? Да, захватил. Это вверх Приволжье, все он захватил. Он до Испании дошел. И здесь до Москвы дошел. Вот я как знаю, он до Москвы дошел, почему сражения не было? У него еще такой был. Перед тем, как завоевать, все это дело, он стариков вызывал, говорил, дань будешь платить или нет? Если скажешь, будем платить, все, уходили, дань платили. Вот про Москву я так слышал, там их бояре, все сказали, убиваться не дадим, но пока временно отдадим, потом мы отпор дадим. И московские там князья, все, оказывается, дань ему платили, он ушел потом, дальше туда. Их там войны, этого не было, битвы не было. Битвы не было, да? О. Мавзолей. Макет Амира Тимура. Туркестан, Казахстане, Ахмад Ясави. Тоже с такими куполами? Да, вот это все восстановленное. Вот здесь справка написано, что Тамерлан не захватывал Крым. Я не помню, Захватывал? что он Крым захватывал. Ну, Прямых походов он не совершал. Однако его действия косвенно повлияли на судьбу Крыма и Золотой Орды в целом. Ну да, вот он, кстати, он сильно вот этот урон нанес и сельджукам, вот, туркам современным. да, все. Он там их жестко потрепал. Тахтамыша он разбил. Баязета разбил. Баязет. Турка. Вот он могущество подорвал Золотой Орды, по сути. Он прям в сердце ударил, столицу разорил. А здесь вот говорят, есть мечеть, у которой самый большой купол. Вот сейчас пойдем туда. идем, да? Да, вот в ту сторону сейчас идем. Мы это пройдем. Сейчас идем туда. Это вот старинные балки, наверное. Вот это башташи, наверное, да? Нет? Да, вот эти вот от того времени осталось. Вот. Сейчас уже восстанавливают. Вот эти уже в наше время сделанные вот эти. Угу. Вот. И это тоже находили.
Вот это Арбаж, это вот железный. Тоже, наверное, ну, сколько, 200-300 лет тому. Не Самира Тимура времен. Ну, А вот, ну, 100 лет больше есть. Много лет вот это здание служило мельницей, говорили. Мы когда маленькие были, он не работал, но наши отцы рассказывали, у мельницы, он odamlar ochib bo'lib turib uni yanchib beraydi ichida. Все приходили, вот эта мельница служит тоже. ну, тоже там за этим. Кеш. С кешем связано. С старым названием что-то запись. Кухонная утварь. Монеты кеши. А Шахризапс, он когда его примерно назвали Шахризапс? Это ж такое, да, название? Как бы? Шахр Сабза это перевести Шахар это город, Сабза зелень, зеленый город. То есть деревьев много. Много было зелень, да, зелени Шахр Сабза. Здесь Вот, и воды, значит, много было, да? да, воды, вот горы близко, я говорю же, вот наверх Аксарая он принес воду. Насчет воды проблем не было. Вот это вот, и вот то, что я хочу сказать, вот это, и наверх, вот это есть, вот эти ворота, вот сейчас, вот эти, где мы зашли, а тогда где Аксарай должны же были Это они кеш. поставить? Это макет кеша. Макет Кеша. Кеш Шахрисабзда, вот это, где Аксарай должен быть здесь? Аксарай нет же, В да? центре, наверное, Я он не так понимаю. изображен. Вот, наверное, эта крепость Аксарайская. Не, это Аксарай должен быть или в целом, или вот в таком виде. Это маленькие кибитки, вот, скажем, дома, да, а он же 72 метра было, и половина сейчас 36, 38 метров. И еще ров был, Ну, да. смотрите, вот это ров. 7 век. 7 век. А 7 век. крепость в каком веке была Да, построена? она же была в 15-м построена. Вы сказали 1400 какой? Аксарай 1380 начался, 1400, это 14-15 век. Да, а это 7. А это 7 веков до век. этого. Да, до этого, значит. А, да, да. Все Да, сходится. всё Значит, сходится. Здесь он потом и возник вот здесь. Да, здесь он и построил Аксарай. Да. Значит, вот эти стены, в которые мы вошли, да, они Значит, древнее? еще далее, раньше Еще было. древнее, Да. да? Да. Это удивительно. Вот, да. Ну вот 5-2 век, века до нашей эры. Вот фигурки, смотри. Ну, это вот языческая. Терракот Согды. Сагдийская культура. Сагдийская. Накус. Ташкент. Термос. Бронзовый кинжал, бронзовый топор, железный кинжал. Интересно. Археологические находки. Малактепе. Какая тоже была очень интересная. Ну, что помнишь? А, Нурян нашел нас? Ассаламу алейкум. Вы не платили? За вход не платили вы? А Бзады Мактабам 1800 что ли было учеников. Пушкин школа большая была. Да, да. Hozir zamani shundan ham boraylik, buni aylangandan ko'ra baribir mana shu tarafga maktabimiz. Это здание, вот впереди отсюда мы заходили, это почта была, Нурян, почта. Ha bu. Ana shu pochta, ana shu. Pochtani mana bu. Ana aka oldida- maktabimiz. Ha. Pochtani oldida avtostansiya bor edi. esda bo'lsa. Остановка avtostansiya mana shu Ha, yerda. ha. Mana kakas, mana bu eshigini hozir katta eshigidan shu yer avtostansiya. Там продуктовый магазин, и ну, по остальным Пушкин школа была. Да. Точно, вспомнил я. Да. Hozir mana shundan o'tamiz.
Buni полный rekonstruksiya qilgan. Pochtani xodi boshqacha edi. Ha, Esimda yangi. ham yo'q, qayerdan kirardi. Bu gumbazlar bor edimi o'sha vaqt? Yo'q, bular. Yo'q, bu markaziy ana shu. Mana shu yerga eshik bor edi. Ana shu точно baqqa kirib, bu yopiq edi. Buni melnitsa deb tushuntiradi bizga, melnitsa. Ha, точно. Uni zavod melnitsa bo'lgan deb qadimgi aytaychiydi, bu ham restavratsiya. Mana bu eshik точно kupolli tagiga. Он я сказал, что вот вход был вот здесь. Показал, да. Ichiga kirib esimga tushdi, o'sha joy biza posilka, xat, pisma отсылали же отсюда. Угу. Вот этого здания точно не было, да? Так Не как, было, по-моему. да. Bu shu zarda maktabda hovlisi уже. Pochtani orqasidan maktab. Mana shundan buyog'i shkola Pushkina уже. Вот сейчас на территории Pushkina мы вступим. Mana shu pochtaniki, bu yerdan temir eshik bor edi. Bu bizada уже maktab. Maktab, da. Maktab ichida. Endi вот это здание осталось, вот. Вот эта часть здания Aha. oldiga nima qo'ydi? Ну, реставрировали. Вот это одно крыло осталось школой. Aha, Вот Елизавета Викторовна she'rga matematik kabinet bordi, Xannanovni военный keyin yaqinga bitta крыло qoldi. А вот который то здание было, mana shahoz ko'rsataman, где-то двухэтажное, где мы учились. Да. Историческое здание было. Да. 1928 года. Вот через 3 года было бы 100 лет этому зданию. Там была тюрьма. So'ng госпиталь был. Во время войны ko'p nimalarni olib kelgan shu bizning maktabimizga госпиталь bo'lgan. Aha. Полякlarni olib kelgan bu yerga. Там полякское кладбище ham bor-ku. Полякlarni сколько лечили. Историческое здание. Потом здесь- школа bo'lgan. И sizda bo'lsa kладбище было здесь. Да. Hozir mana shu zdaniyani orqasiga kладбище edi. Кладбище. А за ними наш дом. да. Za uyga chiqib ketaydik. Да. Kладбище shu yerga bor edi. Kладбище уже, наверное, уже... Yo, olib tashlab, territoriya qiladi. Olib ko'mib, bir yoqlarga mullalar chaqirib qayta ko'miyordida territoriya olib tashladi. Endi mana shu zdaniya bo'lsa, где-то mana shu atrofda biz o'qigan zdaniyamiz, Pushkin maktabida eshigi mana shularni oldigacha shunaqa aqli ko'cha ketgan edi-da. Mana shular Pushkin Вот здесь- zdaniyasi. Вот здание, если вот здесь, то у нас баскетбольное поле. Вот, здесь. да. Вот здесь. Да. Правильно ориентир. Да. Basketbol shu yerga bo'ladi. В начальных классах, Гайрат, мы учились чуть дальше баскетбольного поля. Да. Yangi zdaniya ichida bir etajlik. Да. Антонина Антонина Николаевна. Наша первая учительница, да. Да. Правильно, Антонина Николаевна. Да, вот теперь мы вспомнили, действительно, вот здание школы. Так, hozir biza Это школа, да? нет, Нету школа здания вот здесь школы, где-то нет. заканчивается уже. Вы все, вот это были старинные дома, настоящие узбекские, балахана, двухэтажные. Вот это все убрали и построили вот такие дома. Те дома, которые здесь были, они двухэтажные. Как они выглядели? Вот двухэтажный балахана, второй этаж балахана был, да, первый этаж, потом второй этаж, и впереди веранда была. Да. Вот это балахана назывался. Это вверху жили мужчины. Женщины не имели права вверху. Если мужчина живет на первом этаже, второй этаж пустой был. Ни сын, ни женщина, никто там не жил. Не имел до того, это не только права мужчин, а по семейному выше папы никто не лез, да? Вот такой махола тоже есть. Если отец сидит дома, ты на эту крышу не лезь, там папа сидит. Вот такое тоже учение, что ли, нрав. Это карван-сарай был, медресе был. В наше время это был мечеть, библиотека, извиняюсь. Городская детская библиотека была. Мы со школы Пушкина сюда приходили, книги брать. Да. Ну, просто спросим, можно зайти посмотреть. Салам алейкум, yaxshimisizlar? Yaxshi. Bir ichiga kirsa bo'ladimi? Rahmat. Sog' bo'ling. Bizning yoshligimizga bu biblioteka edi-da. Biz biblioteka kitob olib ketadik. Biz Pushkin maktabida o'qiychi edik. Ana shu ichi biblioteka ichi edi. Hozir ana qanday joy bo'lib ketdi. Salom alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bitta o'sha xonachani ham ko'rsang mayli?
mana shular medrese bo'lganda. Медресе, да. А. Ну, это учебные классы были, да? Да, школа считается. Такой звук. Такое эхо. Отдача. Ой, такая. А скажите, а здесь вот прям вот такой купол был, да? Или Нет. потолок нет? Нет. Вот вход был, я помню. Ага. Отсюда приходили, вот здесь комнаты вот эти были. Наша библиотека вот этой части была. Вот где-то 4-я часть Слышишь? закрыта была, вот здесь комнаты были. Вот библиотека вот здесь была. Вверх не было, открыто было. Вверх. Вот эти только здания, вот эти были. Вот эти были, вот эти все были. А стеллажи стояли, да, по краям? Там вот такие двери были, мы туда не заходили, закрытые были. А полки с книгами как стояли? Это вот здесь вот современное это было здание, типа комната, стеллажи, книжки, вот эта часть была, вот эта 4-я часть, здесь было здание. Мы отсюда заходили, ворота были, проходили, прям туда заходили и брали книги. Смотрите, мы отошли сюда и другое сюда. Ну это вот этот купол дает, может, этот эффект. Да, может быть. Вот мы хорошо что вышли. Да? Вот это вот мечеть тоже. Да? Это тоже, да, сейчас действующая мечеть. Раньше здесь был загадконтора, Советский Союз. Вообще все мечети загадконторы было. Овощехранилище было, все. А сейчас действующая мечеть вот это. А вот это вот баня Амура Тимура. Баня. Вот этого баня купался сам Амур Тимур. В наше детство он тоже действующий был. Я тоже здесь с папой приходил, маленький, я помню, вниз уходили, там мы купались. И теперь внутри помещения в Турции, если были, в турецких банях были, Да. вот центр, да, вот такой, чашка, а вокруг потом краны, и помещение. Вот точно такое копия. Шуну копия сушала. Точно, там только плитками сделано, а здесь черный цемент какой-то, я даже не знаю, ну так я говорю, черный ичи. Цементом кылынга. И говорили, и здесь, и еще в Иране, что ли, от одной свечки они грелись. А потом задули, и все пропало. А в наше время мазут, опилки топили. Мы туда даже спускались, дети. Внизу один человек топил все время. Да, кочегар выходил, вот Кочегар. весь черный. Я один раз увидел, я испугался. Вот это, Подойдем к мечети? Вот его тоже надо восстановить, его тоже очень Амур Тимур мечети кылып, главная фигура кылып көрсөтүш керек, да. Закрыто. Вот, это Абу Бакр Оq мадрасасы 19 asr deb qo'yibdi. 19 это 1800 какой-то год у нас. Ну вон эти тоже классы, видите? Это в наше время не было. Я вот это помню, детство вот это помню. А вот это? Это построение потом. Потом. Они уже, оно медресени ичинен көрүп, шунака возле мечети были, где-то, может, нашли литературу, почитали, что бу мачитта оллигем, шунака иса буганда достроили, может быть, да. Такая версия, моя версия, да, просто думаю. Но еще тогда такой слух был, Гайрат, это ты не знаю, слышал, нет? Вот в баню подземный ход был, и в Чорсу подземный ход был. Вот в баню я слышал, что подземный ход, да, в сарае есть. От бани я не знаю, но вот от Чорсу, вот наш Чорсу. От Чорсу до этого, вот сейчас я начало там рассказал, до Аксара, вот Чорсу, вот это. Чорсу это что вообще значит? Чорсу 4 стороны, выход в 4 стороны. Чор это Турк, да. Может быть перекресток. Дорога Турк-то Чорсу идет, да. Путей вообще. Да, вот Центр большой Чорсу. смысл так, да. Центр. Да. Ну вроде бы вон там. Bular yo'q edi, bular yo'q, so'ng qurishgan buni. Mana shu mana 3 etajli aptekamiz bor edi, Nuriyam, biz ana shu apteka.
Уже начинается базар, вон Чорсу, вон. Не, наше время. Шараб Рашидович Ошты, да. Уша аптека мы даем, да, уша. Вспомни. Местоположение уша же, аптека. Потому что вот начало базара, знаменитый Шахрисябский старинный базар, мана шу. А, Чорсун турстан борайлик. Чорсуны ропа росасыга nima bor edi? Kinoteatr Shodi Shaimov. Ha, mana shuni yoni hayla sho'di sho'yni, hayla. Ha, ana. To'g'ri. Karvansaray bo'lgan bu yer. aha. Chorsuga Ha, mana shu yerdan- karvansaray, ana mana bu to'g'ri yerdan aytdi. yo'l ketdi-da, Chorsuga ana yerda. Mana Chorsu. Ha, вот же Chorsu. Bu mana bular yo'q edi, oldin прилавка, все это внутри базара, самый знаменитый уже от Кеша оставшийся базар degan joy mana shu. Мгм. Базар, вот это вот Вот даже старинный. купол стоит, вот вход. А вот это купол, вот то, что сейчас мы идем, самый большой купол, вот, Мгм. вот, впереди синий купол chiqdi. А вон тот синий? Да, вот это. Ну, его сейчас не видно вот за деревом. Вот наш базар, знаменитый. Базарга крыдык, вот я то, что А когда он работает? По каким? Сегодня Сейчас работает? уже потом этот базар закрыли, вот там вы пошли же сегодня, Да. вот этот базар открыли. Кеш. А здесь сказали, hozir ustaxonalar qilganda kulolchilikka bergan, Ремесло, да, всякое. да, ремесло, каждый ремеслоga bitta bo'lib bergan edi. Turistlarni ham shuni ichib olib kiramiz, bitta joyga yig'aylik deb. И что, есть ремесло там? Я сейчас точно не знаю. Ну, походу, там никого не было Точно, я сегодня. сейчас не знаю. Знаменитый наш базар, на крыдык. Это арбуз, дыни. Nimani bozorda orqasidan chiqib ketsa Jugutonga kirardi. Ha, anaqdan chiqib ketsa kiraydi. Mana shu o'sha eshik qolgan. Da. Biza shu yerdan kirib, Baxlaga bozor uchor qilaydik. Lavkalar bor edi. Baxlaga go'sht do'koni baqqa edi. Ana shu Sharsabzi bozori sher edi. Да. Вот. А вот это вот Чорсу, вот отсюда, это в то время, оказывается, у них как чайхана был. В наше время потом магазин стал. Магазинчики, вот эти разные Да. игрушки Да. продавали. Ничего себе, Для магазинчик. туристиков внутри, сейчас не знаю, А вообще, что закрыто. это историческое? Что это? Вот Чорсу чайхана был. Здесь стекались, Дилавер, караван. это, знаешь, как караван-сарай, пацаны, как у нас ханы. Вот караван-сарай, там уже верблюды, ослы там оставляли, караван-сарай там, а потом трапезу, обед, по-моему, приходили здесь делать. Вот этот купол, да? Да, вот этот купол. Был действительно правда, что в Средней Азии, мой источник в Средней Азии, самый большой купол, как я вот, лет 30-40 я это знаю, 38 диаметр. В Иране нет, вокруг того в Азербайджане нет, там Саудовской Аравии нет. А теперь Евгений Березяков, последняя информация, он говорит, в мире, ни в Америке, нигде нет, он 43 метра. Последняя моя информация. До этого, вот то, что я сказал, 38 в Средней Азии. Самым большим куполом вот это вот мечеть. Вот здесь вот Чорсу. Вот отсюда дорога была. Вот возле базара машины стояли. С той стороны. Здесь как бы односторонняя была. И вот напротив Да, вот Лиза? этого гумбаза книжный магазин был. Мы возле этой мечети. А дедушка, скорая помощь вот вот здесь Да, я была. тебя обязательно заранее позвоню. Дедушка здесь работает. Позвоню. Ага. Хорошо. Это скорая помощь, да, здесь была? Да, Больница вот была? здесь. Да нет, это здание все перестроили же. Если да bo'lsa, скорая помощь, вот там Махмудураматаманширда ishlardi, скорая помощь была там. И еще ko'chadan, ko'chma bozor boshlangan. Ничего нету, здесь ничего не узнаешь. Кучма база Это все новое, да? Да, вот это все новое построено. Жоқ, это Шодишаимова где? Шодишаимовдан keyin. А вот там же, да, Shoyimiz aqqa qolganda aqdan keyin ana. Ну вот этого здания не было, Гайрат. Yo'q, bular keyin qurilgan. Bular tsummi, gummi, yangi magazinlar qurilib, so'ng под старые подделали. Здесь 87 гектаров земли вокруг Аксарая почистили. Старое здание.
Вот это ряд магазинов было, продуктовый, все вот это. А вот здесь вот в проулках заходишь и в субботу, воскресенье со всех сел для Вератоги. Со всех сел магазины передвижные, они сюда товар развешивали. И два торговых. Так, ну. Мгм. Когда последний раз выходили сюда? Наверное, нет, да? Я не знаю, сколько года, два. Я прихожу к родным туда-сюда, Туйлабуса, Катнашаман, Китама. Здесь я вот с вами сейчас иду. Амур Тимур для себя, как это, место приготовил для захоронения. Он себе. Он сказал, что он здешний, здесь есть это место. А когда он умер, его решили похоронить в Самарканде. Самарканд был величественнее, чем Шахрисябз. Ну Он да. проходил через этот путь, вот это вот. Шелковый путь проходил, караваны, все, там уже Биби Ханум, его жена, когда он на это уходил, он же там тоже, Биби Ханум тоже большую построила возле базара самаркандского, вот это вот жена руководила, строила. Но он больше исторического там было, чем здесь. Потом они почему-то не выполнили его, это захоронили. Там есть Гор-Эмир. Мгм. Вот там остался. А здесь просто Джой Коп кеткен. В общем, А, Тамерлан умер во время планирования похода на Китай. Китай. А Да. если бы вот он пошел, то история бы вообще другая была. Поменялось бы. Он в одной книге я читал, он вышел походка, кейін это, мороз был. Да, он Мороз от пневмонии зимой. умер. Потом он сказал, это солдатам сказали его волосы постричь, да? Многие отказались, холодно. И он сказал, самое высокое место найди, говорит, своим парикмахеру. Он пошел туда, сел, все снял и говорит, брой мою голову. Он побрил, чтобы видели вокруг солдат. Им сказал, всем тоже так сделать. И он менингит схватил, говорят. От На этого... холоде, да, был? А? На холоде был. Да, на холоде был. И потом вот в сторону Индии, Китая он последний поход, да. И там он умер. Его потом, он не дошел. Вот это знаменитый. Это тоже иранские технологии. Ну, в то время, что я говорю, из Хорезма и из Ирана приводил он мастеров, чтобы вот эти вот кладья. Вот так. Мгм. А это действующая мечеть сейчас? Да, это Juma kunlari eng katta masjid bo'ladi. Chiroqchidan, Yakkavoqdan kelib bu yerga juda katta masjid, действующий masjid bu. А hozir endi, если вы заметили, вот по дороге в нашу сторону, где вот я сейчас живу, если там современный новый мечеть построенный, Да. bundan o'tadi u kattaligida ham, nisasida Да, ham. да, 2 минарета. Да, вот это вот тот boshqacha. Endi tahoratxonalari, первый, второй этаж. Современно. Мгм. Да, mana shuni issiqlar ham konditsionerlar ishlaydi. Мгм. Sharoit o'qish uchun juda zo'r. Низомный көшедан бе? Идет, нет? Идет. Вообще шунаqa будет. Спокойно. Mana shu особенно juma kunlari namoz o'qib, mana shular to'lib ketadi odamga. Mana shu ichiga kirmaganda biz. Mana ham nichi bo'lib, katta bo'lib, keyin shuni Подождите, а в Айя Софии не больше разве купол? Там огромный купол тоже. Maya Safiyani mana bular uzun, bular uzoqroq, katta. Mana territoriyasi kattada, lekin kupoli bundoq borib, значит, kichik bo'lganda. Bu mana to'rtta zdaniyani o'zida nima boshlanib ketdi. Kupol boshlanib ketgan. Atam men oluvdim rasm, menga ham uyga bordim.
Майя Софияга вот рассказывали, что этот мастер пришел в мечеть посередине, кальян начал курить. Кальян. И быстро довели до начальника, сказали, какой он мастер, он сидит среди мечети, кальян курит. То, что нельзя, да, делать. Потом его вызвали туда, он говорит, я пускаю дым. Откуда она, где вода, где вот это эхо, где... И смотря на это, они там место как будто сделали, так нам объяснили. Шунаqa приемлari bo'lganda, o'zini vaqtiga shunaqaga. Эхосы, нисасы, мастера все учитывали. Ну, я сейчас тоже не могу на все вопросы ответить, самому интересно. Много вопросов. Пришли со многих шахрисябсов пришли, Клавихо из них один, он описал вот это вот дворец, вот это, который Кремль сказал же, что его это земля и вот такие облицовки были по полу стиля. Я оттуда читал, сказал. И сейчас у нас остался, вот мы видели, уже территория Семшины была. А китайский там, правитель написал письмо. И говорит, я к тебе пойду, говорит, ты из камня, из кирпичей построил какую-то вещь, я эту пойду смотреть. Ты приходи и посмотри, что такое Китай. Китайскую стену, по-моему, имел в виду. Действительно, это как-то нарса, да? И вот что-то такое. Очень разозлил это Амура Тимура. А по книге там, что он уже перестал, не хотел воевать, по-моему, так. А когда это письмо получил он сказал собраться. Все, в Китае точно боремся. Когда все послы слушали, он ушел на эту последнюю свою схватку. И по дороге, вот зимой побрился, менингит получил и умер. Он не дошел до Китая. Вот из-за письма он собрался. Это минарет, да? Mana shu azon aytayotgan joylari shular bo'lganda, tepadan chiqib mahallaga chaqirib. Это минарет, да? Да, это минарет. Да, minaret. С стороны Mana bu дверь. yerga quduq bo'lgan, quduq. Suv olishgan. Hozir bizlar davrga shu ochiq ko'raydik bizlar. Hozir yopilgan, bironta joyi ochiq yo'q. Это что, тутовое дерево, эпоха Тимуридов. Тутовое дерево. А сколько ему лет? Эпоха Тимуридов. Лет 700, наверное, да? Наверное. Вот Тимурид bo'lsa boyagi 14 век dedik. Да, А вот 700 же лет. дверь. Ну, Вход. Есть. Есть, оказывается. есть там? Не, вот сюда. Вот. Дверкasi bor, ochib aylanib chiqadi. Знаешь, этот цветок? Белый, смотри, вот на дереве. Вот он. Чего это цветет? Это... Ну, какой Mana большой. kashtanmi, mana undan. Красиво, да, растет. М. Что перед домом надо сажать. Мгм. Он сейчас раскроется, вообще будет красиво. Вот здесь расцвел делявер. Он полностью откроется. Это что за дерево? Вот. Mana shundan bu yangilik. Mana bu shahrisabz daraxtlardan emasda, buni ham olib kelishganda o'sha. Olib kelib, mana bu dupligini bilaman. Mana shu dupmi nimadir-da mana shu. Это двор был одного, местного жителя. Однажды девочка побежала в свой огород и упала. Вот сейчас сюда, пойдемте. И упала туда. Провалилось. Провалилась. Потом пришли, все посмотрели и открыли, оказывается, там вот это вот есть. Потом позвали историков, все. И вот его место, сейчас зайдем, посмотрим. Это Здесь Тамерлан планировал свой этот гробницу. Если я умру, да, здесь похороните. Вот сейчас.
Mana. Гробница Амура Тимура 14 век. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana. Eng ko'radigan, eng kerakli manimcha mana shu. Amur Timurlarda сколько бы вы весь мир прошли бы, посмотрели бы, и eng ценный место вот это вот. Он сам себе вот это вот построил. Но его похоронили Гор-Амир в Самарканде. Нарушили, получается, его... Вот завет, как говорится, вот это вот да. Да, не сделали. Мангем шунаqa fikr. Kelinglar qani. Да, ступени неудобные. Не рассчитываю каждый выходить здесь. Mana o'shalar o'sha Amir Temurdan qolib ketgan narsalar cho'tdan maktabga loyiq qilsak. Allohu akbar. Mana o'sha asrli yozuvlar. Mana печати, по-моему, печати. Mana shular bo'lsa, ular печать. Я, к сожалению, арабский не читаю, а то, что есть, читаю. Oyatlar yozilgan bo'lishi kerak. Mana yozilgan oyatlar shunaqa qilgan o'sha vaqtda eng uzun misrasi qilib taxlagan, lekin olib kelishmadi. Самое важное историческое вот это вот место, да, вот это вообще. А там внутри это мечеть? Да, тоже действующая мечеть. Вот здесь вот, я сейчас вспомнил, здесь есть чинара, вот посаженный вот в то время. Вот семивековый мечеть, это чинара был берега. Мгм. А он тот тутовник Тимуридов Доврагад yozib qo'yapti. 700 лет, я Xudo mani kechirsin, не хочу плохо сказать, не знаю, может, я не понимаю. Shuni yozganda endi. Маловат, да, для 700 лет? Да, вот мне мало уже тоже shuni esa o'tdi, да. Диаметр маленький. Это вот это Чинара. Вот интересный, да, минарет? Mana, ana shu chinara. Аккуратненько. Аккуратненький. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voh. Bay, bitta o'lay, bismillahirrohmanirrohim. Asalki bu, asal. Oh. Qarang. Это вот это Чинара, да? Да, вот. Вот это чинара. С той стороны пройдем. Mana. Вот, она shu правдоподобная. 1370 год. Hozir men bitta ish qilaman. Mani kuyovim kelganda, kuyovim ham bir noqaniysilar birashko'tni bo'ladi. Shundoq keldida, men yerga chiqib, mana uni quchoqladidan bir 30 sekund turdi. Men energiya oldim. Men o'zim tushunaman dedi.